Рахмонов в очередной раз предупреждает об опасности, которая может нависнуть над Таджикистаном в ближайшие полгода. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие месседжи нельзя игнорировать. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. В ближайшие полгода Афганистан вновь станет убежищем для террористов, каким являлся в 2001 году. Текущая ситуация вызывает озабоченность. Появляются отряды боевиков исламского государства, так называемого исламского государства, которые замахиваются на то, чтобы включить некоторые провинции Афганистана в так называемый исламский халифат. Такой прогноз сделал бывший командующий корпусом специальных операций Афганской национальной армии генерал-лейтенант Фарид Ахмади. По его оценкам, весной и летом 2022 года боевики исламского государства будут действовать как минимум в 30 провинциях Афганистана. Спустя 100 дней после захвата власти в Афганистане боевиками Талибана и ухода из этой страны сил США и НАТО, талибы и американцы возобновили контакты друг с другом, сообщил в своем аккаунте в социальных сетях генерал Ахмади. По его словам, внешние разведывательно-политические усилия в Афганистане активизировались. На недавних переговорах с представителями Соединенных Штатов в Дохе талибы согласились с присутствием небольшой совместной разведывательно-военной группы их и Катара для координации информации в аэропорту Кабула. Террористические и экстремистские группировки уже пытаются распространить свою активность на Центральную Азию. В этих условиях страны ОДКБ должны быть готовы к адекватным превентивным мерам. Судя по намекам Фарида Ахмади, речь может идти об участии в работе такой группы не только талибских и катарских разведчиков и военных, но и американских представителей, например, снабженных для прикрытия катарскими паспортами. Можно предположить, что Талибан рассматривает уступку в части создания группы координации информации как этап на пути своего политического признания Вашингтоном и другими западными странами. Замеченная бывшим командующим афганским спецназом внешняя активизация разведывательно-политических усилий в Кабуле может быть связана с неутешительными прогнозами относительно скорого обострения ситуации с безопасностью в Афганистане. Так, по оценкам самого генерала Фарида Ахмади, в течение ближайших 6 месяцев Афганистан вновь превратится в убежище для террористов, которым он был в 2001 году. Восстановление террористического потенциала Афганистана Фарид Ахмади связывает прежде всего с резким усилением позиций исламского государства в стране. А как вы относитесь к таким прогнозам? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Усиление позиций исламского государства в Афганистане будет происходить при одновременном активном присутствии в стране террористов Талибана и Аль-Каиды. Теперь 3 репрессивные такфиристские группы находятся бок о бок в одной географии, отметил генерал Ахмади. Бывший командующий силами афганского спецназа не верит в возможность нормализации обстановки в Афганистане в обозримой перспективе, поэтому и после ухода из страны сил западной коалиции Афганистан будет оставаться серьезной угрозой региональной безопасности. Страны региона не хотят мириться с присутствием США, но при этом не имеют возможности сами разрешить сложный кризис в Афганистане, уверен генерал Фарид Ахмади. Талибан в последние годы неоднократно утверждал, что больше не сотрудничает с террористами, и времена, когда в Афганистане укрывались и проходили тренировки боевики Аль-Каиды, давно прошли. Однако политики и эксперты сомневаются, что талибы готовы разорвать старые связи, писала ранее BBC. Стремительный и хаотичный уход из Афганистана американцев, которые в 2001 году оттеснили Талибан и Аль-Каиду, воодушевил джихадистов во всем мире. Аль-Каида праздновала в соцсетях историческую победу и выражала надежду, что ей удастся повторить успех талибов. Молчавшая до поры до времени группировка «Исламское государство» тоже дала о себе знать этим летом. Все 3 группировки объединяет жесткое толкование ислама, допускающее насилие против иноверцев. На подконтрольных территориях боевики устанавливают нормы шариата, радикально трактуют положение Корана, игнорируя особенности современного общества, и категорически отрицают западные ценности. Все мы заинтересованы в процветающем, благополучном и нейтральном Афганистане. Исходим из того, что новое афганское руководство будет активно добиваться стабилизации положения в стране. Однако, в отличие от Аль-Каиды и Исламского государства, которые видят своей миссией создания мирового халифата, амбиции Талибана сосредоточены в захвате и управлении только Афганистаном. А как вы думаете, это возможно, и такие прогнозы могут оправдаться? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!